Друзья, добрый день. Дядя Халшин, с вами снова Лейла. Друзья, я когда уезжала, сказала Аишке, что я ее поведу в магазин. Аишка сейчас одевается, мне нужно выполнить свое обещание. Перед тем, как они сейчас там переодеваются, я хочу поздравить вас всех, нас всех с наступившим праздником Рамадан. И огромное вам спасибо, вы меня все поздравляли, мои подписчики, всем, кто меня поздравлял, большое вам спасибо, я вам благодарна. Просто меня не было несколько дней на связи. Я желаю нам всем мира, здоровья, добра, и чтобы действительно этот священный месяц мы провели достойно, чтобы мы могли держать уразу, чтобы мы могли в этом месяце как можно больше молиться, делать дуа и делать благие дела. В этот месяц не только нужно поститься, не есть, но и следить за своим языком, следить за своими глазами, следить за всем, чтобы ничего плохого мы хотя бы в этот месяц не могли сделать, потому что это действительно священный месяц. И я надеюсь, что все наши грехи мы сможем вымолить в этот месяц. Ну вот, друзья. Ой, или мама, да ты худишь. Аишка, привет, привет, да, маме, да, привет. Ой, так, привет. Мадина одела ее, холодно, они приехали в этих, в таких не теплых вещах. Она говорит, вот как раз, говорит, сельская девочка. Разные вещи понаодевала на нее. Да, Аишка? Я сегодня уезжала. Не было меня дома на похоронах, мы сегодня были в 2 местах даже. Когда я ехала, она сильно плакала за мной. И я обещала ей, как только приеду, что поведу ее в магазин. И вот надо выполнять обещание, идем в магазин. قفيزها حيز قيزها سنيكرز يزها فوق ديزها هيلوز فوق ديزها فوق ها Ишка, Ишка такой ребенок, что ничего не скажешь, да, Ишка? Мы с Аишкой немножко затариваемся, да? Аишка, мама, может, эти возьмем. Давай уж есть. На, держи кулечек. Мама, а что? Сильно больше согласна. Держи 2 руками. Кулечек 2 руками держи. Вот так. Вот так. Еще? Давай еще положим. Вот так. Все, давай еще. Вот так. Очах вы корзинкач. Все, теперь будем помидоры ложить, да? Ой. Хабах, закулёка узби. Ой, очаг, видишь, помидоры же очаг. Аишка, кофеецкий. Кофеезви. Капуста еще. Может, на вечер взять салатик сделать какой-нибудь, да, Аишка? Какая-то пустая капуста. Или, может, на рынке завтра взять, не знаю. Хочу завтра на утренний рынок поехать. Не получилось у меня в эти 2 дня что-то закупить себе что-то на уразу. Пойдем сюда. У Аишки мама на ПП питании. И у нее и на уразу также придерживается чего-то. Ладно, кордет. Аха, Аха. Кедени. Устала? Ардах погребщикш.
Мама зелётой. Я? Я мама зелётой. Я. Hayli soft gezin ha, hayli soft geçme. Пойдем. Пойдем сокетски. Hayli uzay sokay. Или حقيقة не замиксуешь. Змеец, саит, вот حقيقة сапса. Давай вот этот вот хаус. А тут яблоко уже не взяла. Ага, вот так. А чахкал? Чахкал. А давай вот эти два еще возьми, Аишка. Вот эти два возьми еще. А чахка. Все? Поездили? Может, еще вот этот возьмем? А че задавай? Вот так. Так, сегодня не успею ни компота, ничего. Наверное, нам тоже сок возьму какой-нибудь. Так, от поездки голова болит сильно, если честно. Ну, что еще будем покупать, Аишка? Даже не знаю, что сегодня готовить. Может, грибы купить. Здесь. 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 Есть же? Есть же? Есть. Тему мы зелётой. Все. Что еще взять? Видите? Фиржите. Да, красивые, да? Посуда красивая, да, Ишка? А тут чайник гель. Гель, чайники, все. Есть там чайник. Так, ну все, пойдем. Видите? Видите? Видите, Ишка? У тебя посуда. Мы же купили посуду, да? Все? Пойдем? Пойдем? Кахамес. Есть. Аль, ахокуль. Есть. Набори. Хансану еще. А? Сумки набрали, а кто нам их заберет? Хааль сега. А цаторми да хаби? Хаби был цаторми. Давай бери одну сумку и пойдем. Аишка, что ты там купила? Распаковки или? هروح مامي فيتسا. Есть вообще говорят, хотя бы из халилары. ها مامي فيتسا. نحاول وقت давай будем. سادت حور فيتسا يا أخي راح تشوالش كهي فير إذن. فير حني إيتسا. بس حني إيتسا يا. Это уже Касперу показывалось. Смотри, что я тебе купила я. Бабушка забыла в магазине селфи-палку, вернуться пришлось. А вот тоже давай будем распаковку делать. Давай. Хотя мне гнёсто. Давай харих. Давай харих, А что не Ица? Чай мы один? Будем чай пить, еще купаем, да? Все, еще что мы купили? Вот так, вот, Аишкина. А вы что, ждали, пока я на диету сяду? Вот так, что? Ждали, пока я на диету сяду? Да. Вот так. Ну, мы для твоей диеты тоже вроде бы клубнику тебе можно. Свежие помидоры, огурцы можно. Так, финики купили, клубнику купили. Это сухари панировочные, да, Ишка? Так. Это бабушки Ферри. А это Ишкина. Посюда. Вслед я вам кричала, только не посуду. А? Вслед я вам кричала, я только не игрушки. Я думала, посуду нельзя. Так, это приправа. Черный хлеб будет здесь, да, Ишка? Так, вон сколько мы соков Аишки купили.
Так, это может быть сегодня вряд ли. Что-то у меня силы иссякли. Хотела пирог сделать. Какой-нибудь салатик придумаем. Это к чаю. Я шоколад не люблю, поэтому покупаю. А это Ишка, именно их попросила, я не знаю. Она их ест, что ли? Езер хочешь? Так, огурчики. Огурчики, между прочим, магазин у нас дорогой все-таки. Так, это будет салатик у нас. Это будет у нас витаминки вечером, да, Ишка? Это вот тебе гречку ты хотела. У меня ее не было, но я не стала много там покупать. Потому что у нее все дорого. Так, это доктор. Она без нее не захотела вернуться. Мах и цабах цадмил хорю. Рвите хама. Это Аишкина. Аишка, я думала, много же соков покупали. На, еще твои соки. Тут большинство Аишкина почти. Так. Это Аишки как обезьяночки, да? Да, Аишка? Аишку уже узнают все в магазине. Это же звезда Ютуба, говорила наша соседка, да, Аишка? Шапку одевала она, и что-то я уже расчесала себя. На. Слушай, вот это вот дорогое шапка. Но она ее первой за нее взялась. 100 рублей, по-моему, стоит. 120 даже. А магазин дорогой. Не? Это Аишкина. А что хамаш и тизы? Это Аишкина. И это Аишкина. И это Аишкина. Аишка, от чего-то палочка упала, от какого-то сока. Сахат? И вот еще раз. Давай теперь обними бабушку. Давай, мама, хамары ели сахат, а? Бада. Ой, ты мама, золотой человек. Бадочка сел? Ой, так. ده حقوق كاسبر اصدحوا كاسبر ده حقوق في إيتها كاسبر Каспера фини. حقا الدين نحن ده حقوق مشات كاسبر حقوق كاسبر قلدو يدوحون سجل هيا Или дохнул Каспера. А я дохнул Каспера. Привет, давай. دادر دادر أشوف جيميت Багмих. Фу, кака. давай теперь всем пока Алла ешка Пока Олда шине хаязыл. Хаяр хамарил мама хамарил. Марика мама. Давай, шине пока. Давай, пока. Пока. всем пока Алла что А всем пока. Все, ладно. давай ма Мохаммед Вигирович. озеро Байгон дальше та села в машину не попрощалась Вообще сокомял держать. Алла, не приезжай, не попрощалась. давай ма Ai, hoor. Ja, toch een zeiling gaan zoeken. давай ма Дали, ох, давайте Ну вот, друзья, детей проводила. Теперь нужно и готовить ифтар. Я уже заранее подготавливалась к тому, что я буду готовить, когда они уезжали. Просто я не знала, что за ними приехали. Они уехали. Мадина приезжала, две друзья, чтобы почистить там мне ковры. Привезла этот же свой кёрхер, помогала, ну, постирала там ковры, постирала мне диван, занималась этими делами. И, друзья, поэтому меня 2 дня не было на канале. Вы меня извините, пожалуйста. Потому что, действительно, я очень переживала, что не выхожу с вами на связь. Никак не получалось у меня снимать, поснимала кое-что, но смонтировать, выложить не получалось, потому что мальчик очень капризный, приходилось и с ним заниматься. И вы знаете, что последнее я хотела вам показывать, как я дальше делаю заказ. Все-таки немножко объясню вам, хоть и затяну, наверное, видео. Я снимала, как я сделала дальше, доделала все это, весь этот заказ от начала до конца. Сняли мы, как мы это упаковывали. Как раз приехала Мадина перед этим. Позавчера же, получается, да. Вот. И дело в том, что же надо было и приготовиться к сухуру, и приготовиться к месяцу Рамадану, как-то что-то, и ну, много чего, и поэтому я не успела в этот день его смонтировать, что-то сделать. Я заказ выполнила вовремя, правда поздно, но так и надо было, потому что она меня отсрочила, потому что человека не было дома, и где-то к часам 10 ночи только я отправила свой заказ.
Не знаю, вроде бы получилось у меня все. Единственное, я немножко не была недовольна котлетами. Ну, на вкус они были вкусные, только я не знаю, я просто их пожарила в другой сковороде, они у меня были слишком такие красные получались. Как будто бы горелые, вроде бы и не горелые, не знаю. Короче, единственное, что мне не понравилось в том, что я сделала, это были котлеты. Но пока отзыва не было. Единственный был отзыв, что он поел манты, они были вкусные, то тесто было тонкое, это ей понравилось. Остального пока отзыва не было, не знаю, что он там поел. Так я все расфасовала в отдельные коробочки, и голубцы отдельно, и тефтели отдельно, и котлеты отдельно. Мясо заморозила отдельно, бульон заморозила отдельно. Что там было? Салатик сделала, пельмени, вареники, галушки, чесночок. Надо было тоже упаковать коробочку, тоже мы сделали. Что еще там было, я не помню. Ну, несколько салатов своих зимних я отправила просто так. Садаку сделала, но так получилось, что она все равно и заплатила, потому что там набралась сумма 5330, если честно, что она мне была должна без доставки. За такси они заплатили сами. Она мне перечислила 6000 на карту. Это я тоже скажу. Если честно, у меня несколько моих подписчиц в личку спрашивали, сколько я имела с этого заказа, я, в принципе, так и не поняла, потому что и немножко мяса осталось, кое-что оставалось. В принципе, я не стала делать калькуляцию, что есть, что есть. Лишь бы клиент был доволен. Не знаю, мне очень хочется, чтобы она была довольна. Вот так вот, друзья. Ну все, а то у меня времени уже очень мало. Но почти все я вот так подготовила, и поэтому, чтобы все-таки долго от вас не отсутствовать, решила снимать сегодня. Хотя, конечно, еще немножечко не по себе, потому что здесь, друзья, у меня первые дни очень болит голова. Что есть, что есть. Дело в том, что в действительности держать уразу не очень сложно. Здоровому человеку тем более человеку. Просто у меня, вы знаете, что у меня плохое кровообращение, а во время уразы кровь все-таки сгущается, поэтому немножко мне бывает некомфортно из-за головной боли. Так, голод, жажду я не чувствую. Единственное, если я работаю в огороде и на улице жарко, конечно, пить хочется. Но во время Рамадана, во время держания поста, я все-таки стараюсь немножечко отдохнуть в обед, полежать час-два, как получится. Если очень жарко, то я принимаю душ, это разрешено. Ну и так, по ходу я понемножечку, то, что я знаю, я, конечно, не могу про все говорить, потому что, во-первых, я боюсь что-то сказать неправильно, и поэтому, может быть, даже просто на русском сказать неправильно, как я понимаю это все. Поэтому то, что я знаю, то, что я могу, понемножечку я вам буду рассказывать и говорить об этом. То, что держание уразы это полезно для здоровья у мусульман, это и так известно. А в принципе, говорят в последнее время даже профессора, что доказали, что такая именно диета очень полезна для организма. Хотя это, конечно, большая встряска получается, но для этого бы надо было немножко заранее подготавливаться, хотя мы не подготавливаемся. Но некоторые подготавливаются. В этом году, единственное, я не держала. Обычно я раньше старалась держать уразу, пост по понедельникам и четвергам. Как получается, в эти дни у нас тоже можно держать пост, если ты хочешь. Это не обязанность, это просто сунна. Если ты хочешь, ты можешь держать вот эти дни. И поэтому я раньше держала, но в этот год не держала, признаюсь честно. И когда вот ты держишь такие дни, и еще какие-то бывают дни, которые тоже нужно держать, желательно держать пост, если ты тоже держишь, то уже как-то к месяцу именно Рамадану ты более-менее бываешь привыкший. И во-вторых, мне почему некомфортно, потому что я не могу утром так нормально поесть. Почему-то вот на сухур у меня не лезет, не знаю. Вроде бы надо, но не могу. Вот. И вчера практически тоже я ничего не поела. Считаю, что намазала на черный хлеб
масла немножечко и выпила чай стакан, и все. Поэтому мне немножечко некомфортно. Тем более я сегодня была в 2 местах на машине, на похоронах. Это тоже стряска для моей головы. Так что вы не смотрите, что я сегодня такая, почти никакая. То еще скажете, вот сразу же наступил месяц Рамадан, и ей уже плохо. В обычные дни мне не бывает так плохо, просто из-за того, что вот поездка, потом еще с Аишкой по магазину, в магазин, на почту, все это все-таки на мне отразилось. Я и в обычные дни плохо переношу переезды, а когда вот в такой день тем более. Ну ладно, об этом поговорили, обо всем этом поговорили. Что я буду делать сегодня на ифтар? Так, у меня вот лежали, вы знаете, что у меня лежали вот такие грудинка. Ну, грудинку я с них сняла, это вот косточки. Я их уже отварила, сделала бульон. Хочу сделать суп из домашней лапши, это будет на первое. Картошку, как видите, я уже нарезала. Лучок, морковку, болгарку тоже. Болгарка замороженная, нашинковала. Это у меня будет сегодня морковный салат, друзья. И, может быть, я еще сделаю салатик. У меня тут лежит уже 2 дня, лежит без морозилки. Грудинка вот такая вот. Замаринованная. Вот мне из нее нужно сделать салатик. Хочу сделать. Я видела его на канале, который называется «Женский блог». Вела этот канал когда-то Зухра, которой уже с нами нет. Пусть Аллах милует ее раем. Канал открыла и продолжает ее дочка Наида. И она вот буквально на днях делала такой салат именно с куриной грудкой и с корейской морковкой. И, наверное, может быть, я сделаю, потому что, чтобы просто даже не пропала эта куриная грудка, пережарю ее и сделаю. Так, друзья, картошку я закинула, я даже не заметила, что не сняла тряпочки, которые стирала еще утром. Вы меня извините, и в раковине посуда, но это мытая посуда, после себя я сейчас помыла. Так, значит, если я сейчас буду снимать, как я готовлю и что я делаю, будет слишком длинный ролик, наверное. Картошку поставила. Теперь первым делом я немножечко замариную курочку, наверное. Потому что чуть-чуть пусть промаринуется. Буду запекать. На вторую у меня будет курочка с картошкой. Просто в рукаве. Картошка тоже у меня стоит почищенная. Сейчас это все быстренько сделаем, потому что, во-первых, у меня очень мало времени сегодня. Так, это у меня приправа для курицы. Так, что есть, понакидаю и все. Так, и, наверное, я сразу же сюда же и картошечку. И все вместе. Так, сейчас пока на минутку включусь. Так, друзья, значит, курочку я поставила в духовку. Сейчас сразу же поставлю зажарку, закинула картошку и буду делать быстренько лапшу домашнюю. Так, из 3 яиц будет лапша. Ну вот, друзья, все-таки я решила сразу же не мариновать, а сразу все перемешала. Значит, здесь картошка, красный перец, черный перец, приправа для курицы, немножко чеснока нарубленного и немножко растительного масла. И, наверное, все-таки для ускорения процесса я его положу в рукав.
Так, друзья, значит, я уже поставила в духовку курочку, как вы видели. Теперь поставила жариться поджарку для супа. Картошку тоже закинула. И теперь будем делать домашнюю лапшу. Вот у меня 3 взбитых яйца. Сейчас сделаем комочек нормальный. Так, друзья, ну, не могу показать вам, как я раскатываю дальше тесто. У меня тесто и лапшарецкое, и тесто, как ее, раскатка же есть. Но она почему-то у меня присоединена с этой стороны, показать не могу. Видите, какое тонкое оно делает тесто. Сначала вам покажу. Вот оно было толстое, более-менее толстое. Теперь я быстренько его прокручиваю через эту штучку. И оно буквально за минуту становится тонким. А теперь, так, ну, нарежу кусочками, чтобы лапша не была длинная, то можно и длинную сделать, но я не хочу длинную. Сейчас я вам покажу быстренько, какая лапша получается. Вот такая лапша режется. Если хотите, можно и тоньше сейчас. Просто побольше муки, чтобы... Там две насадки, одна тоньше, одна толще. Друзья, в следующий раз покажу. Просто сейчас я очень спешу, потому что времени у меня очень мало до ифтара. Снимать со штатива, а снова делать как-то у меня сейчас не очень-то получится. И Ибрагим куда-то ушел. Вот такая вот лапша получается, друзья. Ну и вот, друзья, я лапшу сделала. Надеюсь, видно. Сейчас закину быстренько. Картошка почти сварилась. Зажарка тоже готова. Да, и когда в рукав закладывается курица, ну, хоть что, то обязательно нужно проколоть, я забыла вам сказать. Ну, я сразу же и зажарку, потому что лапша быстро варится, и зажарку сразу же отправлю. И вот такой вот легкий суп практически готов. Тем временем я сделаю морковный салат и сниму с этих косточек мясо. У меня любят домашнюю лапшу, что мальчики, что мама, что я. Так что вот так вот. И, друзья, может быть, кого-то будет интересовать, мама пост не держит, потому что у нее очень много лекарств. Она, конечно, очень хотела, но я ей не разрешила. Ну и тем временем мы сделаем дальше наш салатик. Так, значит, на килограмм моркови у меня чайная ложка соли, чайная ложка сахара, значит, чайная ложка молотого кориандра. Полная. Теперь будет полная. Пол чайной ложки черного перца. Так, чесночок раздавленный, 2-3 зубчика. Столовая ложка 9% уксуса. И столовая ложка соевого соуса. Вообще-то по рецепту 2 столовые ложки. Но вы смотрите сами, как вам понравится. Нет, соевые соусы я вот сколько покупаю, они разные. Я иногда перемешиваю, смотрю, а потом только добавляю. Ну и все тщательно перемешать, друзья. Друзья, я еще сюда добавила 30 мл растительного масла
И еще одну ложку соевого соуса. Все-таки еще нужно было. Теперь переложу в чашку, поставлю, и будет настояться, будет очень хороший вкусный салатик. Да, и, друзья, я забыла еще, этот салат еще посыпается кунжутными семенами. Вот так вот. Ну вот, друзья, у меня осталось немножко времени, и я боялась, что все-таки пропадет эта грудка, и хочу все-таки сделать этот салатик, который показывала Наида. Так, вот мясо, пожаренное куриное мясо, и вот грамм 200, наверное, салатика. Правда, майонез, салат с майонезом, ну, я думаю, немножко он не помешает. Посмотрим. Я не готовила никогда, я же говорю, только позавчера, или я не знаю, но на днях был ее видеоролик. Так, майонеза у меня очень мало, но посмотрим. Остатки майонеза. Я попробую и скажу вам, как получилось на вкус. Так, у меня грудинка. Вообще-то солить не надо, потому что и салат соленый, и грудинка соленая, и перченая. По-моему, ничего сюда добавлять не надо будет. Если что, посмотрим. Сегодня в магазине не было свежей зелени, к сожалению. Если успею, завтра поеду все-таки на рынок. Майонеза чуть-чуть маловато, по-моему. У меня была замороженная зелень. Все, друзья, вот. Посмотрим, что из себя это представит на вкус. Но должно быть вкусно, потому что грудинка очень вкусно приправлена. Морковь тоже очень вкусная. Кукуруза. Ну, небольшое количество майонеза не помешает на ифтар. Ничего страшного. Хотя не рекомендуется есть, конечно, майонез. Лучше масло. Но ничего. Понемножечку, ничего не будет. Вот, все, салатики готовы. Суп готов. Теперь дождемся запекающейся курицы и дождемся все-таки азана, чтобы можно было начать ифтар. Помолиться сначала, а потом сделать. Друзья, вот и курочка моя готова. Всё. Вот такая она получилась. Я надеюсь, видно. Ага. Все, сейчас я переложу в тарелку, не буду занимать время. Вот такой вот ужин, друзья, получился у меня. Так, ну и вот, друзья, мой ужин ифтар готов. Салатики, курочка, запеченные бедрышки, запеченные с картошкой и куриный супчик из домашней лапши. На этом, друзья, я свой влог закончу. Он, конечно, немножечко затянулся, слишком длинный. Не знаю, посмотрите ли вы его весь. И извините, если что. И я надеюсь, что все у всех будет хорошо. Желаю всем здоровья, счастья, мира, чтобы у всех людей на планете была еда, было питье и была бы крыша над головой, чтобы на всей планете не было никогда войны, чтобы наши женщины, чтобы мы, матери, никогда не плакали, боясь за своих детей. И всех, кто держал пост, хочу немножко сказать на нашем языке, Вашхаба Махдал Обл Долчин Вейкобжду Мах Вейдежду Ибадат Вейях Кужедел Дал Да Этильвей Дал Геш Долдвейн Массинена, чтобы все у всех было хорошо.
чтобы все наши молитвы были приняты Аллахом, чтобы все люди на земле были живы и здоровы. Ну вот как-то так на сегодня. И простите, если что не так. Этот месяц действительно месяц прощения, месяц вымаливания у Аллаха, чтобы Он простил наши грехи. Я надеюсь, Он нас простит, что мы сможем вымолить это. Месяц, который нужно как можно больше молиться, как можно больше делать садаку, как можно больше поминать Аллаха. И дай всем силы, чтобы мы это могли делать.